Этот гость нашей республики приехал в Осетию из-за своего научного интереса, а встретил здесь свою судьбу. Но, как это часто бывает, обычное человеческое счастье столкнулось с бюрократической машиной. Эта удивительная история началась 2 года назад у нас здесь в горах, когда канадский профессор, историк-иронист, переехал из Канады в Северную Осетию для того, чтобы начать писать труд своей жизни, книгу об Осетии и осетинах, для того, чтобы впоследствии представить ее на Западе. Моя специализация – история культуры Ирана. Культура Ирана гораздо больше, нежели сегодняшняя Исламская республика Иран. Так, например, многие народы древности, которые доминировали на протяжении более чем 1000 лет в Евразии, были ираноязычны. И осетины сегодня являются их прямыми наследниками, лингвистически и культурно. Итак, некогда обширная и большая культура, влиявшая на огромные территории, сжалась и выжила именно здесь, на Кавказе. Многие иранисты знают, что осетины ираноязычны, но ничего не знают о самих осетинах, потому как никто не ведет исследования по Осетии и осетинам на Западе. Я приехал из любопытства. Думаю, Осетия ираноязычна, и как-то на научной конференции в Польше я встретил своего осетинского коллегу, который пригласил меня в Осетию. Я приехал на несколько дней и был в восторге, мне здесь все очень понравилось. Я был впечатлен природой и горами, очарован культурой, и решил, что обязательно вернусь и проведу здесь месяц или больше. Автор более десятка монографий об Иране и ираноязычных народах с удивлением для себя обнаружил, что на Западе нет ни одной книги об осетинах, и решил этот пробел восполнить. И я подумал, возможно, я смогу создать базовое исследование об осетинской истории и культуре, которое подтолкнет других исследователей заняться изучением этой темы и поможет лучше узнать Осетию в Европе. Издатели в Лондоне из Bloomsbury Publishing, а именно они печатали книги о Гарри Поттере и заработали на этом много денег, заинтересовались книгой об Осетии, ибо аналогов на Западе нет, и никто ранее этого не делал. Так, приехав в Осетию второй раз собирать материал для книги, я встретил здесь свою будущую жену. Меня зовут Фатима. Родилась, выросла я здесь, во Владикавказе. И так получилось, что во Владикавказе я встретила свою любовь. И впоследствии вышла замуж за Ричарда. Мы с ним поехали в свадебное путешествие на Шри-Ланку. Но когда мы вернулись, мы ожидали, что получим разрешение на временное проживание для Ричарда, чтобы мы могли спокойно здесь жить, работать. Но из-за каких-то бюрократических моментов нам отказали в выдаче разрешения на временное проживание. Сейчас мы, возможно, не сможем остаться в Осетии, о чем я искренне переживаю, потому что я сейчас нахожусь на 4-м месяце беременности, и мы изначально планировали с Ричардом жить здесь, в Осетии, так как он делает свои исследования, он настаивает на том, чтобы дети знали культуру и не забывали свои корни. Сейчас все наши силы уходят на то, чтобы власти обратили как-то внимание и помогли нам все-таки остаться здесь. Ричард обратился с письмом к Владимиру Владимировичу Путину. Я также обращалась к нашему главе Вячеславу Зелимхановичу Битарову. Я очень хочу, чтобы он обратил на нас тоже внимание, помог нам с этим вопросом, потому что я знаю, для него традиционные ценности, семья тоже очень важна. Примечательно, что профессор Ричард Фоутс – один из первых западных исследователей, кто озвучил позицию государства Алания в осетино-грузинском конфликте, за что был подвергнут критике в европейской и американской прессе.
Западная пресса стопроцентно продвигает прогрузинский нарратив, а позиция Южной Осетии практически на Западе не представлена. Я попытался это изменить, публикуя статьи в западных медиа, объясняя взгляд на эту проблему со стороны Южной Осетии и России. Мейнстрим-медиа, как правило, пишут, что Россия оккупировала Южную Осетию. Я отвечаю, что это не так, это не оккупация, и это можно сравнить с присутствием Соединенных Штатов в Южной Корее. Если вы будете говорить с южными корейцами, они очень счастливы, что американская армия там находится, ибо они боятся Северной Кореи. И примерно то же самое с Южной Осетией, это не оккупация. Конечно же, реакция западной прессы в отношении моей позиции, естественно, негативна, так как я один из первых, кто поднял эту тему на Западе. Хочется знать, что мы не одни. Хочется знать, что есть вот эта поддержка, и что Ричард не зря полюбил Осетию. Он даже придумал уже остинские имена. Мы, да, к сожалению, не знаем, мальчик или девочка еще. Он сказал мне сегодня утром: Фатима, я знаю, что гостеприимность — это все для Осетии. И я так хочу верить, что в конце концов мы все-таки здесь останемся, и у нас будет возможность иметь нашего первого ребенка именно здесь, в Осетии. Федор Сухарников, Давид Битиев, Диана Кабалоти, Дзараса Кортиева и Мадина Кочиева специально для программы «В итоге».